Вечер. Первым делом нужно принять горячий душ и смыть с себя этот безумный день. Нет воды, и кнопка смыва на унитазе не работает. Да, коммунальные службы больше ничем не могут помочь. А это намного страшнее, чем просто отсутствие света. Никакого телевизора, никакой PlayStation, ничего. Господи, почему все самые крутые вещи не работают без электричества? Ладно, можно почитать. Думаете вы и зажигаете пару свечей. Смотрите в окно, чтобы проверить, вдруг в соседних домах есть свет. Так темно в городе еще не было. Все, что вы видите, тускло освещенные окна. Люди вокруг тоже достали свечи. Вы посмотрели вверх. Звезды. Без света фонарей и домов ночное небо выглядит потрясающе. Спасибо хоть за это. День второй. Скоропортящиеся продукты в холодильнике уже давно протухли. Вы выбросили молоко, яйца, сыр. То же самое случилось с охлажденными и замороженными продуктами в магазинах и ресторанах. В течение нескольких дней испортится вся еда в городе. Может, в магазине можно достать что-нибудь еще? Лучше вам иметь наличные. Терминалы не работают, как и банкоматы. Любой, у кого деньги лежат в банке, не имеет к ним доступа. Аварийные генераторы по всему миру уже вышли из строя. Самые мощные модели продержатся максимум 24 часа. Жизнь на заводах остановилась. Производство продуктов питания для 7,5 миллиардов людей прекратилось. 2 недели без электричества. Кухонные шкафы и кладовки опустели, и началась паника. Многие отправились грабить местные магазины. Нужна бутилированная вода. Вы решили уехать из города, но улететь нельзя. Аэропорты закрыты. Жаль, что у вас нет маленького турбовинтового самолета по типу Cessna Skyhawk. Что ж, по крайней мере, у вас остался бензин в автомобиле. Правда, кроме вас еще сотни тысяч людей также бегут из города. И весь день вы простоите в пробке. Месяц без электричества. Мировая экономика рушится. Коммерция, банки, торговля, государственные и личные долги. Все кануло в лету. Коммунальные службы не работают, и мусор оставляют прямо на улицах. Крысы выползли из канализации. Теперь это их город. Хорошо, что вы уже давно выбрались из этого хаоса. 3 месяца вне зоны доступа. Вы знаете, нет способа просто так создать ферму, которая будет жизнеспособна. Как и многие другие, вы обратились за помощью к родственникам. Вам повезло, что ваши дядя Джо и тетя Сью всю жизнь прожили без связи. Но вам придется помогать им по хозяйству. Прошли те дни, когда можно было просто заплатить за еду. Теперь нужно заработать ее физическим трудом. Полгода без электричества. Повсюду образовались небольшие коммуны. Люди поднимают воду из колодцев, а благодаря сельскому хозяйству и рыболовству у них есть пища. Денег больше нет, и мы возвращаемся к бартеру. Нужна овца? Обменяй ее на свинью. Человечество начало отвыкать от электричества. Как вдруг? День 365.